Машалду, привет всем, кто слушает. Это такой почти случайный выпуск. Сегодня я хочу поговорить о языке, о чеченском языке, почему он вообще жив и как в нем оказались, скажем так, очень неожиданные слова из Европы. Вообще это странная штука, да, когда слышишь чеченскую речь, она звучит мощно, резко, с характером. Как будто это язык, который вырос сам по себе где-то среди гор, с волками, с легендами, с болью и свободой. А потом бац, такие совсем не горные слова. И ты такой думаешь, секундочку, а что вообще происходит? А происходит вот что: язык, он же живой, он как человек, встречается, общается, влюбляется, дерется, забывает, вспоминает. Чеченский язык за последние пару столетий въехал, да, именно вот так вот въехала куча слов из русского языка, через русский и с других языков. Но это ладно, это неудивительно. С этими русско-чеченскими так называемыми обстоятельствами было бы странно, если бы не так. Но есть же у нас слова европейские, которых никогда не было в русском языке. И это древние чеченские слова. Я уже делала об этом выпуск, который многие восприняли тепло, но были, конечно, и непонятные, агрессивные, саркастические комментаторы. Как же без них? Непонятно только, что их так обидело. Тем более, что выпуск был с юмором. Но кто-то решил, будто я намекаю на то, что все пошло от чеченского языка, а кого-то ранит даже намек на то, что у нас может быть какая-то связь с европейским миром. Мол, кто вы такие, знайте свое место, будьте второсортными арабами или цыганами, но не вздумайте себя ставить в ряд с белыми людьми. Другие пытались сказать, что типа тут странного, из русского тоже много заимствований в чеченском. Так вот из русского, как я уже сказала, понятно откуда, когда, при каких обстоятельствах. И точно так же неудивительно, когда у нас есть арабского происхождения слова в языке, потому что здесь тоже известно все это влияние через религию и так далее. Влияние очень сильное всегда было, и поэтому неудивительно. А те слова из европейских языков тут все туманнее. Не было ведь прямо такого соседства. Вот почему и интересно об этом говорить. А кому не интересно, он просто пусть не слушает, и все. Я по своей натуре исследователь, и мне нравится. Я далека от того, чтобы утверждать о происхождении европейских языков от чеченского. Пусть этим занимаются ученые. Мой взгляд на эти вещи пока более реалистичный. То, что совпадения и не случайные у нас в языках есть, этого нельзя опровергать. Потом кто-то меня еще в комментариях удивил французским словом «пекаир», в котором мы легко узнаем нашего «пекар», что у французов, как и у нас, значит «бедолага». Были еще другие слова, как лазарет. У нас лазарет — это боль, болезни. Во французском это учреждение, где изолируются лица, подозреваемые в контакте с заразными болезнями, и где они могут пройти карантин. А сейчас абсолютно поверхностно пройдемся по историческим моментам, где и могли произойти эти заимствования из европейских языков. Итак, языки не родные, но контактные. Чеченский, ингушский и так называемый нахский языки. Они входят в гипотетическую нахско-дагестанскую семью, древнюю и обособленную. Однако есть отдельные лексические пересечения. Кавказцы и европейцы веками жили в контактной зоне, и происходили заимствования через скифов, греков, аланов, славян и тюрков. Греки и римляне на Кавказе. На Черноморском побережье с IV века до нашей эры были греческие колонии. В Боспорском царстве служили кавказцы. В Тбилиси, Дербенте и Хазарии позже действовали византийские миссии, школы, монастыри. Многие культурные коды, архитектура, религиозные идеи, письменность приходили оттуда.
Ментальные и культурные параллели. Культ чести и автономии личности у горцев перекликается с греко-римской концепцией достоинства. Арете виртус. Родовые коды, гостеприимство, поэтические традиции в чем-то схожи с кельтскими, балканскими, греческими, архаическими культурами. Созерцание гор, глубокая задумчивость, созерцая природу, судьбы, как и в кавказской поэзии, так и в ранней европейской философии. Например, стоицизм, Гераклит и другие. Короче говоря, язык, он как губка, все впитывает, но, и это важно, все перерабатывает по-своему. То есть слово может быть иностранное, но звучит оно по-чеченски. И смысл уже немного другой, потому что язык — это не просто калька, это дух, как люди думают, как чувствуют. Но знаете, о чем я думаю все чаще? О том, что языки вообще могут, тем более наш чеченский, просто исчезать. Если никто не поет, никто не ругается, никто не шепчет на нем, как будто лампочка перегорела и все, темнота. И вот тут у меня вопрос: а что делать, чтобы наш язык чеченский не стал одной из этих выгоревших лампочек? Ответ простой и очень трудный одновременно. Нужно говорить, да-да, не просто на свадьбах и других официальных встречах, а в повседневной жизни, с детьми, с друзьями, в интернете, в заметках, подкастах, вот как сейчас уже слышу упреки: а почему ты сейчас говоришь по-русски? Объясняю, дальше я буду говорить немного по-чеченски, а пока тема исторически сложная, я еще такие сложные темы по-чеченски не обсуждала. Да и многие слушатели тоже. Но мы должны начать практиковаться даже в этих темах. Только практика может помочь в языках. Больше всего практика помогает. Но практика — это не значит, что ты должен только говорить или слушать. В это входит и чтение, и все остальное. Просто именно говорение, оно обязательно. Но мы можем начать с живого, простого чеченского языка. А еще, как я уже сказала, нужно читать, искать старые слова, придумывать новые. Вот этот пункт мне вообще нравится. Придумывать новые. Нам действительно необходимо эти слова придумывать. Если у вас есть уже какие-то идеи, обязательно говорите о них в комментариях. Я об этом думала, как, например, у нас много заимствований есть с русского языка, но русский и славянский, он намного более чужд по звучанию нашему языку, и заимствовать эти же слова из международных языков, наверное, было бы правильнее. Особенно если это касается тех самых слов, которые во всех европейских языках звучат почти одинаково. Там, например, как «стол». Во французском «table» или в английском «table» вот так вот приблизительно одинаково звучит. То же самое касается и кофе, кафе. Ну, у нас кофе тоже недалеко ушло от европейского. Писать стихи, ну это уже для особо творческих людей. Делать юмор. Вот это мы умеем. Почти каждый второй может делать юмор, мемы, потому что язык живет не в словарях, а в голосе, в юморе. В голосе, в котором тепло, даже если акцент странный, даже если слова забываются, не страшно. Главное говорить. Ты не обязан знать правильный чеченский, да и вообще, что такое правильный чеченский? Ты просто обязан не молчать. Так, что касается правильного чеченского, например, Маулат Буркаев или Апти Далхадов, как же они звучали, да, по-своему, как-то очень интеллигентно. Я обожаю этот их говор, но в то же время я обожаю противоположный их говору, звучащий более горно. Наш голландчойский диалект, мы также слышим его у ингушей, и даже когда ингуши вроде бы поют на чеченском, как Барахоев или Месигов, у них остается это такое очень такое гортанное, что ли, произношение. Далее я приведу небольшой отрывок из Чехова, переведенный мной на чеченский. Иринин монолог, Иринин монолог Чехова «Три сестры». Так, Чехов'н масях оргир зудри монологшу. Чехове. Астина тюн пьесшка угаретидам тебахуючу драматический ю коиштир. Иринин монолог.
пьес чекюш. Канни не сатисмаш, рейнш, тишер, дадял хилер хетти дахран мяни аляц юлчу, ойлан де алячу, жимчу зучун, чуяхар муахбойз. Ирини монолог. Ирина, бәргіш чуахиша душ. Вай хун дехтия, вай хун дулоу имасо сингатмаш, вайнха хари. И эшер масамук нехаз, масамук доуса тюнгла душ, туак дюл, яхлясум. Васа дел, зам даючу, вай хун дех, вай хун дулоу имасо сингатмаш, вайнха хари. Дахар чек цадол, дадюд, дукка адмаш хирду, ирста хирду. Идериге вайдоч хирду, вай хирдац, амхетти вайдахтиз. Эй, маля сунях. И монолог юзина экзистенциальной меланхолии, тюнцецан дюналехлец, дюнинчуа, шемет цакаринчстиган, бухамгой, чеховс. Цучуахешду замнан аз амишт гутрина адманцхалла, адмиса тисара. Когда Арби Мамакаев стихотворение Ешлурдусон, от Арби дюна цап шатай пуюктюн и стихотворениш. Цахи хардешсан цам так ожелихляться духдуцу от ожелиц камялдуцу. И ожелиц камялдара чох пейда хумду стихи что асадича ораму щецам окдунен чох щесин пархту лёхшул адмана из чох пейда хумду ожелиц камялда тюн диалог ердуквай хотой. Хажна сердина или пьеситер. Сонит скочил хари азып тадак. Мавок вирварсо, халкир ирсгуш. Делар хова дюния цабос масар. Ирс безом, хелхарши малха уш халкан. Кахига тебе ирс хылац. Дагир безом бе мерзбац. Халкай безом бокбу, цун везарк ирсеву. Цазам йогурю дерига халкш ирстолчу дюзаля дехш. Таинц кахюкш мелволчун, маршуня куисш. И сила нек берегу угар ирстолш. Ишта мотивацию Арби Мамакаевс маршуня кахюкш мелволчун. Когда ишты стихотворение Кахьегар стаг кир ешац, цобе бак ирскоудо штац, а то езарк халчу кирац, ирхайот швахаднияц. Мерзхитарх тамелделерг, мерзхирдац и дериг, ех хан шеёкуш, хални гансхирвац, ирсхендерг. Тахара ожил эл, байтё, خين الحلخ أحمس يحنا مس بيزش قستينا بيزمخ حيت أم حارتين أخيلانت يورت قحنا بوخك موخ نيس معندوتن شنخوچو إردو يورت بوخك مелкая рысь يورت يت شتاتsa о يورت قحنا бохуга ишт йорт ет бох санхум хырдуез амшин хочо ирдукес вар валари оренгаду хан цуюкар мерзил ужал хюц асқуйшду ас ихан юрию цацвергшини дахач орцах койқи хөх харч қайқац асхю сохлич я хархайг я ахларч ларч бохуга узелок сверток цацавужаш ахвитурвац цабенах садокурдац
Астундел хапусардац, диехарх астагвиту швац. Тахара на кустиэлио стихотворений байт тагантехария гарюхар. Шер юч ишталгш хил ажсан ич ишталгш бохага. Щечки ердувай амсуна дукау беснешал дош хезна. Амич ишталгш бохага хилакай беснеш бохаг. Шер юч ишталгш хил ажсан дакайдеш туберкш седерчал сиру. Ти керст, ти лоуз, бест малхсан, дог дюл, қоналях мерстамхыл. Дог дох долша, безмах херч, дех он долша, хай хюнаргайт. Берг сил болуша, хазали еж, мот мерз болша, нех дог ец. Харшли хай дихах қенали бамб, хай нақваст вайлета. Цаваллар як, марж я, ожил и жюр баб, янз атшехайна, тяхер тутак. И жюр баб бохага по контексту гуштуэн ведьма, ведьма бог, то есть баба-яга, злая женщина, и что перевод ее, нохче тюрншка.
Thank